Ну, Перепаркуйтесь, пожалуйста, я хочу сюда встать. Я говорю, ты не будешь на ней кататься. Почему не буду? А потому что я не буду тебе давать на ней кататься. А я не хочу, чтобы вы А мне я не мешали. хочу, чтобы ты мне мешал. Так я вам не мешал, вы сами ко мне Мешаю. подошли. Чем? Вы сами ко мне Всем. подошли. Вот Все, от этого отойди, мальчика. наши дети будут кататься. Чем я отличаюсь, к примеру, от этого мальчика? Это мой внук, а ты мне никто. Всем привет, народ, и добро пожаловать на третью часть рубрики «Я же мать». Сегодня нас ждет очень много интересного контента, поэтому рекомендую приготовить чаек, запастись хавчиком и приготовиться к просмотру лютого трэша и зашквара. Ну и само собой, так как это YouTube, мне придется запикать весь мат, поэтому все под контролем. Я полностью все запикал, окей, YouTube, не надо демонетизировать мое видео. Все под полным контролем. Смотрите, я даже дисклеймер сделал. Что ж, а теперь давайте перейдем к первому видео. В этом видео женщина с ребенком заехали во дворы, и она увидела, что ее любимое место для парковки было занято. И знаете, что она сделала первым делом? Нет, не припарковалась в другом месте. Она начала требовать, чтобы ей освободили это место. Мол, она хочет парковаться только там. Почему? Вставайте сюда. Трудно переехать, я говорю, я здесь живу. Ну, вот Перепаркуйтесь, сюда встать. пожалуйста, я хочу сюда встать. Вот это вот я понимаю наглость. Вы слышали? Переедьте отсюда, я хочу стать здесь. Мало ли, что ты хочешь, это место заняли. Он ждет другого человека, и он скоро уедет. Либо подожди, либо припаркуйся рядом. Там есть место, как раз ты туда сейчас и поедешь. Ну, вот Перепаркуйтесь, сюда встать. пожалуйста, я хочу сюда встать. Нет. Нет, Вау, это было так сложно. Она как бы могла туда с самого начала заехать. Ей даже не нужно было сдавать назад, если бы она заезжала во дворы и сразу поехала бы на это свободное парковочное место. Но нет же, она хочет именно туда. Ну ладно, как бы с парковкой решили. Но вы думаете, на этом заканчивается все? Не-не-не, вы ошибаетесь. Это ж рубрика «Я ж мать». Все самое интересное только начинается. Ну, первым делом, я не понимаю зачем, но она решила перепарковаться передом, но окей, это ее дело. Может, ей так будет удобнее выезжать, хорошо. Но давайте посмотрим, что было дальше. Дальше она выходит из машины и специально с ребенком становится перед водителем. То есть вы уже понимаете, к чему это идет. Это будет месть за парковочное место. Если кто-нибудь из вас хоть что-то смог там расслышать, или есть какие предположения, что она сказала, то напишите в комментариях, потому что я ни хрена не смог разобрать. Женщина, идите домой. Машина Домой какая-то. идите. Домой идите. Какая-то вообще дура. Ого, какая-то. Че она встала? Вы не уедете, говорит, сейчас? То есть она специально перекрыла собой и ребенком дорогу. Ребенком она специально взяла ребенка и поставила перед машиной. Она вообще в своем уме? Мало ли какой человек сидит за рулем, может он сейчас псих и газанет реально. Не, ну конечно в этой ситуации мы видим, кто из них еще псих, но в любом случае нормальный человек так бы не поступил. Но я ж мать, которая защищает своего ребенка, ставит его прямо перед машиной и... Просто гениально. Кто-нибудь выдаст ей награду «Лучшая мать года»? Нет? Уже занято, да? Ну ладно. Если вам интересно, то после этого видео можете посмотреть мои предыдущие видео по этой рубрике. И там вы увидите еще больше трэша. Ссылка на плейлист будет в описании, если что. Ну а тем временем наша я ж мать стоит с ребенком уже несколько минут перед машиной и не дает ей выехать. Это, кстати говоря, я ускорил запись.
И спустя некоторое время водитель не выдерживает и выходит из машины, чтобы оценить обстановку, то есть насколько они далеко от машины. И он дальше собирается сдать назад и попробовать их объехать. Но если вы думаете, что это все будет так просто, то вы ошибаетесь, вы забываете, это же я же мать. И самое интересное вот сейчас как раз таки и начнется. Ты... Что такое? Охренеть, вы это видели? Она специально подходит под машину, и когда водитель хочет их убрать с дороги, она кричит: «У меня ребенок в руках, не трогай меня». Это вообще нормально? Скажите, это нормально? Вы хотите сказать, что она адекватная после такого? Я очень сильно сомневаюсь. Так ведите при ребенке себя прилично. При ребенке себя прилично ведите. Сейчас мы отъедем. Почему я должна закрывать? На моего мужа наезжает. Дальше, спустя 5 минут, наконец-то они отошли в сторону. Но, как вы думаете, нет, конечно, на этом все не закончилось. Она вместе с ребенком начала прыгать под машину. Просто охренеть, это же гениально. Странная какая-то. Да ты... То есть машина уже поехала, а она идет с ребенком под машину. Это вообще... Ну, я не знаю. Это уже хуже я ж матери, потому что это дебилизм. Что ж, и наконец-то мы переходим к следующему видео. Я уж думал, мы никогда до него не дойдем. И это видео, конечно, не такое трэшовое, но зато это полностью жиза. И я уверен, что у многих была такая ситуация. Вы приходите в какие-то дворы, или может даже в вашем дворе, вы хотите покататься на качели или еще где-то, но приходит какая-то яжмать или еще кто-то и говорит: нет, ты не будешь здесь кататься. На вопрос почему? Потому что она так сказала. Мы на ней катаемся просто. Что, хотите сказать не так? Я говорю, ты не будешь на ней кататься. Почему не буду на ней А потому что я не буду тебе давать на ней кататься. Вау, вот это вот я понимаю железная логика. Почему я на ней кататься не буду? Потому что я тебе не дам. Но, в принципе, да, логично. С ней, в принципе, не поспоришь. Какое право имеете? Какое право имеете? Большое, я живу в этом доме. Насколько я знаю, все эти карусели и так далее были построены за счет правительства, а не за счет ваших людей, которые живут в ваших домах. Да вы посмотрите, эта карусель еще, не знаю, СССРовского года. А как мы знаем, в Советском Союзе все было общее. Я понимаю, если бы вы лично всем домом скинулись и построили эту площадку, то да ладно, вопросов бы не было. Плюс это не частный сектор, не закрытые дворы и так далее. Какого хрена? Здесь каждый может покататься, если захочет. Вы не имеете права запрещать. Не имеете права мне такого не мешать. Да что ты? Да. А ты не имеешь права здесь кататься. Обоснуйте. Чего это? Почему? А потому что ты живешь в другом доме. Какой закон есть? Я, конечно, не юрист, но я уверен, что такого закона точно нету. Что если ты живешь в другом доме, то ты не имеешь права кататься на каруселях возле другого дома. Потому что эти детские площадки — это не частная собственность. Это собственность, которая принадлежит городу. Оно не принадлежит именно жильцам. Потому что не вы это строили, не вы резервировали это место, участок. Это принадлежит городу. И там может кататься любой человек, который проживает в этом городе. Да даже не только, который проживает в городе. В принципе, там может кататься любой, кто проживает в этой стране. И даже если предположить, что эта детская площадка была построена недавно, в любом случае она была построена за счет города, то есть за счет налогов всех горожан. А родители этого школьника как раз таки платят налоги, значит, он полное право имеет кататься на этом устройстве. Да, я без понятия, как правильно называется эта карусель. Отстаньте от меня. Иди заплати в парке деньги и Да там за что катайся. платить? Это платная карусель? Нет. Ну а зачем Я мне говорю, иди платить? в парке, плати, катайся. Я не хочу в парке кататься. А я не хочу, чтобы ты тут катался. А я не хочу, чтобы вы А мне я не мешали. хочу, чтобы ты мне мешал. Так я вам не мешал, вы сами ко мне Мешаю. подошли. Вы сами ко мне Всем. подошли.
Ну как, знакомая ситуация, да? Я уверен, что у многих, я даже сказал бы у всех, скорее всего, была такая ситуация. Конечно, не обязательно, чтобы это касалось карусели или качели, но я уверен, что у вас во дворе или во дворе вашего друга у вас уже была такая ситуация. Потому что лично у меня она была, и причем не раз. И с этими людьми просто бесполезно говорить. Это просто не имеет смысла. Они как бараны упираются и все. Нормально? Я совершенно. Ну, я совершенно. Понимаете, эту карусель... Не понимаю. Видите, она просто стоит на своем и просто ничего не хочет слушать, даже если тот человек прав. вот Все, этого отойди, мальчика. наши дети будут кататься. Чем я отличаюсь, к примеру, от этого мальчика? Это мой внук, а ты мне никто. Вау, вот это вот аргумент. С ней лучше не связываться. Это тебе не я ж мать, ведь она я ж бабушка. Это вообще нормально? То есть, он просто катался, никого не трогал. Она взяла, подошла и не дает ему кататься в течение 5 минут. Потом приходят ее дети, и она говорит, что все, будут кататься мои дети. Но он-то никак не мешал, не отнимал у них ничего. Он пришел и просто решил покататься, пока никого нету. Но нет, она не дает никому кататься, кроме своих детей. Чё за тупость? Что ж, ладно, ребята, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, нажимайте на колокольчик. Всем пока!